Здравствуйте, вы смотрите канал ТОП-5. Если вам кажется, что проявлять признаки относительно высокого интеллекта способны только люди и некоторые крупные животные, то вы ошибаетесь. Существуют такие насекомые, уровень интеллекта которых просто пугает. И вот о них я вам сейчас и расскажу. Ну а если вы хотите развить свое мышление, прокачать память и внимание, то тогда знакомьтесь, онлайн-сервис Викиом. Он улучшает производительность мозга с помощью когнитивных онлайн-тренажеров и специализированных курсов. Сначала сервис предложит вам пройти тестирование, на основе которого создаст программу развития специально для вас. Всего 15 минут тренировок в день повысят вашу работоспособность, продуктивность и обучаемость. Регистрируйтесь по ссылке в описании и прокачивайте свой мозг. Начнем с обычных медоносных пчел. Казалось бы, что в их умственных способностях может быть удивительного? Но подождите, сейчас вы будете шокированы. С наступлением весны, когда пища в ульях заканчивается, пчелы заняты сбором нектара. Они разлетаются в разные стороны, дабы найти самые сочные цветки. Вот эта вернувшаяся пчела в нескольких километрах от улья нашла большой источник нектара и прилетала домой, чтобы рассказать другим пчелам, где он находится. Но как же насекомое с крошечным подобием мозга может объяснить другим точное местоположение цветка, который находится в нескольких километрах от улья? Кажется, что это невозможно, но только не для этой пчелки. Она начинает собирать вокруг себя своих сородичей. Когда аудитория набралась, она приступает к исполнению сложнейшего танца, используя кодовые движения, которые говорят о координатах цветка. Продолжительность ее виляний указывает на расстояние до местоположения нектара. Чем дольше танец, тем дальше до цветка. А угол, под которым она ходит по сотам, говорит о направлении до цветка относительно Солнца. Ее инструкции удивительно точны и могут указывать на цветок, расположенный более чем за 6 километров от улья. Несколько работниц сразу отправляются на поиски. Благодаря таким слаженным действиям и способности передавать друг другу важную информацию, эти пчелы за сезон сделают приблизительно 90 килограммов меда. Этого достаточно, чтобы прокормить всю колонию в течение будущей зимы, когда нектара не найти. Еще одна поразительная способность пчел заключается в том, что они могут не только чему-то учиться, но и обучать других. Ученые провели потрясающий эксперимент. Они показали пчелке, что если шарик закатывать в определенное место, то насекомое будет вознаграждено нектаром. Пчела быстро это запомнила и стала постоянно закатывать шарик куда надо. Помимо этого, она обучила этому действию своих сородичей. Впервые о подобных способностях пчел ученые узнали пару лет назад, когда группу насекомых заставили добывать еду, потянув за веревку. Освоив этот трюк, некоторые пчелы стали учить других, а наблюдавшие за процессом сделали это с первого раза. В конце эксперимента уже вся колония могла с легкостью делать то, что первой пчеле давалось с трудом. Ранее считалось, что таким талантом обладают только птицы и млекопитающие. Теперь же, используя поразительные умственные способности пчел, некоторые люди забавы ради учат их играть в футбол. Нервные центры пчел по сравнению с таковыми у млекопитающих содержат ничтожное количество нейронов. Казалось бы, чем тут думать? Но факты — вещь упрямая. И они говорят, что сложное поведение насекомых и даже наличие у них интеллектуальных способностей не фантастика. Далее у нас идут муравьи. Ну куда же без них в подобном видео? Про поразительные умственные способности этих насекомых я уже неоднократно рассказывал. Некоторые виды муравьев, так же как и пчелы, способны объяснять своим сородичам, где находится еда, используя для этого свои усики. Также вы прекрасно знаете, что некоторые муравьи занимаются животноводством и выращиванием грибов. Еще они могут держать у себя рабов, которых захватывают из соседних колоний, чтобы те работали за них. Все это очень напоминает поведение людей. А вот то, что поведение людей не напоминает, так это способность некоторых видов муравьев делать из себя живой мост, чтобы по нему могли перебраться на другую сторону их сородичи. В случае же наводнения существует вид, который из себя делает живой плот, дабы спасти остальных. Еще муравьи способны ориентироваться в пространстве по Солнцу, направлению ветра, световым узорам, подсчету шагов и так далее. А вот этот вид, который обитает на территории Австралии, делает вообще нечто невероятное. Эта колония ищет подходящее растение для постройки дома, и когда поиски уже завершены, они приступают к делу. Влезая друг другу на спины, сильнейшие муравьи тянутся через просветы и стягивают листья вместе.
Соединяя их, они создают свое гнездо. Но возникает вопрос, как они склеивают листья между собой, ведь просто стянуть их друг к другу недостаточно. Способ, которым эти насекомые решают эту задачу, повергает ученых в шок. Дело в том, что для склейки листьев рабочие муравьи научились использовать своих личинок. Держа в челюстях личинку и трогая ее своими усиками, муравей заставляет ее выделять шелк, который работники используют, чтобы склеивать листья вместе. Просто фантастика какая-то. Такое даже нарочно не придумаешь. В конце концов, гнездо готово, и теперь у муравьев есть крепкое, водонепроницаемое, безопасное жилье. Муравьи не очень умные поодиночке, но их огромные колонии работают как единый сверхорганизм. Далее у нас идут термиты. Эти умнейшие насекомые строят настоящие архитектурные чудеса. Когда на улице 40 градусов тепла, кажется, что внутри такого сооружения будет очень жарко, но это не так. Термиты делают свои дома с продуманной системой вентиляции. Королева живет в специальных хоромах примерно в метре от поверхности Земли. Она такая большая, что даже не способна двигаться, зато ежедневно может откладывать тысячи яиц, 165 миллионов за всю свою 15-летнюю жизнь. Но чтобы сделать такое впечатляющее количество потомства, ей нужны идеальные условия, постоянная температура и постоянный доступ к богатому кислородом воздуху. И термиты научились эти условия делать идеально, ведь они способны создавать потрясающую систему воздухоочистки. Лабиринт из воздуховодов и желобов, расположенный над хоромами королевы, может быть до 9 метров в высоту. В самом замке термиты не живут. Они обитают прямо под ним, в земле. С помощью этой анимации можно понять, зачем нужны такие сооружения. Горячий воздух влетает в отверстия, вентиляционные проходы имеют множество изгибов и поворотов, которые замедляют воздух. И когда он замедляется, без доступа солнечных лучей начинается его охлаждение. Свежий воздух, рассеиваясь по холму, рассеивает старый застоялый воздух. И таким образом, когда снаружи царит жара в 40 градусов, внутри термитника температура составляет комфортные 27 градусов. Работая сообща, эти крохотные создания умудряются строить прохладные вентилируемые жилища. Такие насекомые, как бабочки и мотыльки, тоже могут удивить своими умственными способностями, а именно помнить то, что было с ними, когда они были гусеницами. Эксперименты ученых четко показали, что то, чему научилась за жизнь гусеница, она не забудет даже когда превратится в бабочку. Исследователи в ходе эксперимента научили гусениц не любить запах некоторых химикатов, ударяя их током. После превращения в бабочек они продолжали улетать подальше от этих запахов. И это кажется очень странным, ведь преображение, которое проходит насекомое от гусеницы к бабочке, настолько радикальное, что кажется невозможным сохранение каких-либо воспоминаний о личиночном существовании. Непонятно, где же сохраняется память при полной перестройке нервной системы. Ну и закончим стрекозами. Эти насекомые обладают выборочным вниманием. Помимо них на такое способны только люди и обезьяны. Под выборочным вниманием подразумевается способность концентрироваться на каком-то одном элементе и пренебрегать остальными. Например, когда теннисист собирается отбить летящий к нему мяч, ему бывает совершенно наплевать на то, что происходит вокруг него. В этот момент человеку легко ни на что не отвлекаться и держать свою концентрацию. Сперва ученые думали, что так могут делать только люди. Потом эту способность нашли у обезьян. А несколько лет назад выяснилось, что на подобное способны еще и стрекозы. То, что избирательное внимание можно обнаружить даже в относительно простой нервной системе насекомых, заставляет еще раз задуматься о том, имеет ли размер мозга особое значение. Ведь не просто так слоны и киты не являются самыми умными существами на планете. На этом все. Еще раз хочу напомнить про сервис Wikium, где вы можете прокачать свои мозги. Ну и не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и посмотрите 2 предыдущих видео.